Глава МИД Туркменистана прилетел в Душанбе и провел переговоры с Сироджидином Мухриддином. В Таджикистане зафиксировано новое землетрясение. Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В Тбилиси проходят массовые акции протеста. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Накануне 8 марта в городе Душанбе прошли переговоры между министром иностранных дел Таджикистана Сироджидином Мухриддином и заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Миредовым. В ходе встречи министры подробно обсудили актуальные вопросы таджикско-туркменских отношений в политической, экономической, гуманитарной и других направлениях. Как сообщает Департамент информации МИД Республики Таджикистан, главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями по взаимодействию двух стран в рамках региональных и международных организаций. Особый акцент на переговорах был сделан на подготовке намеченного в первой половине апреля 2023 года государственного визита президента Туркменистана в Республику Таджикистан. Главы внешнеполитических ведомств также рассмотрели вопросы подготовки к проведению в сентябре 2023 года в городе Душанбе 5-й юбилейной консультационной встречи глав государств Центральной Азии и очередного заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Сегодня, 9 марта в 06:37 по местному времени, на территории страны было зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве Республики Таджикистан. Отмечается, что по данным Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук Республики Таджикистан, его эпицентр находился в 366 километров юго-восточнее от города Душанбе, в 90 километрах западнее от Мургабского района Горно-Бадахшанского автономного округа. Сила толчков в эпицентре составила 4 балла, а в Мургабском районе 2 балла. Жертв и разрушения нет, подчеркнули в КЧС. За последние недели в Таджикистане произошли десятки небольших землетрясений. Российские войска в ночь на четверг 9 марта нанесли новый массированный ракетный удар по Украине. Согласно сообщениям ряда телеграм-каналов, атака с применением ракет «Искандер», С-300, «Калибр», Х-59, Х-22 и беспилотников производилась из акватории Черного и Азовских морей, а также из Белгородской области Российской Федерации. Воздушная тревога была объявлена ночью во всех регионах страны, следует из карты оповещения. Глава Офиса президента Андрей Ермак в Телеграм призвал граждан ни в коем случае не игнорировать тревогу. Утром взрывы прогремели в Киеве, сообщает мэр Виталий Кличко. Как пишет Униан, сработала система противовоздушной обороны. В Харькове произошло около 15 взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов. По информации местных СМИ, в части города нет света. Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры. В Черкесской области провели предохранительное отключение электроэнергии, сообщил глава администрации Игорь Табурец. СМИ сообщают о взрывах в Днепре, Луцке, Ровно, а также во Львовской области и других регионах. РБК Украины указывает, что взрывы также были в Житомире, Киевской области, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницких областях. Российская Федерация использовала для атаки новую тактику с применением ложных воздушных целей, в частности шаров, чтобы ввести в заблуждение украинскую ПВО, пишут украинские СМИ. Точное количество выпущенных россиянами ракет неизвестно. В Тбилиси после принятия во вторник в первом чтении закона об иностранных агентах начались акции протеста, которые продолжились 2 дня. В среду 8 марта поздно вечером ситуация обострилась, когда часть митингующих начала окружать здание парламента. По данным СМИ, протестующие разбили окна парламента, куда закидывали хлопушки и петарды. Папель Картули сообщает, что для разгона протестующих полиция применила водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как пишет издание, к вечеру 8 марта к зданию парламента было стянуто свыше 200 силовиков. Массовые протесты в Тбилиси начались 7 марта после принятия парламентом в первом чтении законопроекта об иностранном влиянии и продолжились сутки спустя. Участники акции потребовали отозвать из парламента документ, принятый в первом чтении, и освободить демонстрантов, задержанных накануне.
Накануне в ходе протестной акции на следующий день после нее правоохранительные органы задержали 76 человек. Всех их обвиняют по административным статьям в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Еще один человек был задержан по подозрению в нападении на сотрудников полиции. В столкновении с митингующими, как утверждается, пострадали около 50 полицейских. Точное число пострадавших демонстрантов в МВД Грузии не назвали.